Добрый вечер, дорогие друзья. Мы приносим извинения за опоздание вследствие технических трудностей. Сегодня мы проведем стрим с вопросами и ответами на тему коронавирусной инфекции. Акцент, судя по присланным вами вопросам заранее, будет сделан как раз на вакцинопрофилактику данного заболевания. Однако, прежде чем сегодня мы начнем говорить о проблеме COVID-19 инфекции, учитывая последние события в нашем медицинском сообществе, я хотел бы выразить озабоченность и возмущение от себя и тысяч своих коллег продолжающимся давлением на медиков. Так, вчера уже в 4-й раз был задержан врач-невролог Бадамшин Руслан, возвращавшийся домой из поликлиники. По-прежнему в заключении несправедливо находятся наши коллеги, врач-анестезиолог-реаниматолог Артем Сорокин, выпускница БГМУ и член основного состава Координационного совета Алана Гибрамариам, студент БГМУ Владислав Мартинович. Начиная с августа 2020 года десятки медицинских работников были задержаны, подвергнуты арестам и штрафам за мирное выражение своей гражданской позиции. А студенты медицинского вуза получили дисциплинарные взыскания или были отчислены. В период пандемии COVID-19 важна работа каждого медика, и на свободе врач принесет, безусловно, гораздо больше пользы стране и обществу, чем в заключении. Если мы не хотим допустить массового оттока медиков, если мы хотим сохранить качественное оказание медицинской помощи, то, конечно, необходимо заменить репрессии диалогом. Далее мы поговорим с вами, что происходит на сегодняшний день по заболеваемости COVID-19 в Республике Беларусь. Вы будете видеть ключевые слайды, и заболеваемость я буду анализировать на основании данных, которые представляет Министерство здравоохранения с использованием сайта World Matters Info. Это сайт, который аккумулирует данные по коронавирусной инфекции со всего мира, буквально с любой страны, на основании предоставляемой информации официальными органами на той или иной территории. Итак, первый слайд – это заболеваемость COVID-19 инфекцией в мире. Вы видите, что общее число случаев на сегодняшний день превысило уже 93,5 миллиона. Число неблагоприятных исходов превысило 2 миллиона случаев, а число выздоровевших пациентов на сегодняшний день составляет около 67 тысяч. На графиках мы видим, что ежегодно растет число ежедневных случаев, и, к сожалению, за последние месяцы регистрируется все больше и ежедневных смертей от коронавирусной инфекции. Летальность от COVID-19, она ужасающая на самом деле. Если мы обратимся к тем странам, где достаточно четко регистрируется эта летальность на основании подаваемых с различных регионов страны данных, в частности, мы обычно апеллируем к статистике США, то летальность от COVID-19 в Соединенных Штатах на 14 января 2021 года составила 4142 случая. Если вдуматься, то это число уже практически в 1,5 раза превышает число погибших во время террористической атаки 11 сентября 2001 года и эквивалентно авиакатастрофам 8 крупных Airbus A380, которые вмещают по 525 пассажиров каждый. То есть, по сути, в Соединенных Штатах от COVID-19 инфекции ежедневно мы имеем 8 крупнейших авиакатастроф, что не может не впечатлять и не ужасать. На следующем слайде вы видите заболеваемость COVID-19 в Беларуси по официально регистрируемым случаям. И здесь мы можем отметить, что, конечно, вторая волна характеризовалась большей заболеваемостью примерно в 2 раза по сравнению с первой волной. За последние 7 дней мы видим колебания ежедневно регистрируемых случаев в пределах от 1000
767 до 1972. Если посчитать среднее значение, то оно будет где-то в пределах 1900 случаев ежедневно. Конечно, мы с вами понимаем, что вот эти зарегистрированные случаи – это достаточно более серьезные пациенты со средне-тяжелым, с тяжелым течением заболевания, с пневмониями, которые были протестированы. Реальную заболеваемость оценить сложно и в Республике Беларусь, и в других странах, поскольку многие пациенты болеют субклинически, многие пациенты вообще не имеют никаких клинических признаков, инфицировавшись коронавирусом. Часть пациентов может не обращаться за медицинской помощью, часть пациентов проходит под другими диагнозами. И истинную заболеваемость можно только экстраполировать из регистрируемой с учетом всех перечисленных моментов. Общее число зарегистрированных случаев в Республике Беларусь на сегодняшний день превышает 220 тысяч, и число выздоровевших пациентов более 204 тысяч. Если посмотреть на следующем слайде на заболеваемость COVID-19 у наших соседей, в частности, вы видите Россия, Латвия, Польша, Литва и Украина, то везде одна и та же тенденция. Более низкая заболеваемость в первую волну коронавирусной инфекции и существенно более высокая заболеваемость во вторую волну. На сегодняшний день мы видим некоторую стабилизацию заболеваемости, мы видим меньшее число пациентов, которые обращаются за первичной медицинской помощью, мы видим меньшее число госпитализируемых пациентов в наши стационары, и мы будем надеяться, что такая тенденция сохранится и в ближайшие недели, а может быть нам повезет и заболеваемость начнет прогрессивно снижаться, как это было в летние месяцы после подъема заболеваемости в конце мая, начале июня в первую волну. Определенное улучшение эпидемиологической ситуации в стране может быть связано и с тем, что наше население стало более тщательно соблюдать меры профилактики инфицирования коронавирусной инфекции, и также появилась вакцинация, о которой мы сегодня еще поговорим. Кроме того, во вторую волну заболевания есть особенности. Многие специалисты, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, это четко отмечают, что заболевание иногда протекает более тяжело, более быстро во время второй волны пандемии, а также характерно смещение частоты встречаемости тяжелых форм к более молодому возрасту. Если в первую волну мы чаще регистрировали тяжелые случаи у лиц старше 70-80 лет, то сейчас тяжелые случаи могут регистрироваться и у лиц 40, 50, 60 лет, особенно если они имеют дополнительные предрасполагающие факторы риска тяжелого осложненного течения заболевания. Поэтому по-прежнему следует сохранять особую настороженность в отношении групп риска по тяжелому осложненному течению. Конечно, это прежде всего лица в возрасте старше 55-60 лет. Это пациенты с сопутствующими заболеваниями, прежде всего хронической патологией сердца, хронической патологией легких, сахарным диабетом, пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию по различным поводам, а также лица любого возраста, у которых имеется избыток веса, особенно если их индекс массы тела превышает 30 и более. В случае изначально тяжелого течения инфекции у этих групп пациентов важно не пропустить момент ухудшения состояния, особенно тщательно надо наблюдать за течением заболевания в промежутке 5, 7, 10 дней от первых симптомов. И если в эти сроки состояние не улучшается, тем более если состояние усугубляется, обязательно показано как можно более раннее обращение за медицинской помощью и, как правило, госпитализация. На следующих нескольких слайдах я покажу, что нового появилось в проекте «Рупор ковида», о котором мы уже говорили на вечернем совете. Итак, что сделано за 2 месяца работы проекта? Во-первых, появились собственные сайты газета, группа в социальных сетях.
Выполнено несколько опросов населения для оценки эпидемиологической ситуации в Республике Беларусь. Один из опросов выполнен совместно с проектом «Народный опрос». Кроме того, создано 5 рубрик, в которых авторы проекта рассказывают о коронавирусе, дают полезные советы, публикуют истории людей, сражавшихся с болезнью. Регулярно переводятся и публикуются полезные статьи для населения. Совместно с проектом «Научное мнение» создано видео, рассказывающее, как распространяется SARS-CoV-2, возбудитель COVID-19. Подробнее о дайджесте и результатах работы проекта, следующий слайд, вы можете прочитать в новогоднем отчете за 2020 год. Он доступен по приведенной на слайде ссылке. Вы видите, что к уже 1 январю в проекте «Рупор ковида» было опубликовано более 1500 постов. Что планируется дальше? Созданы 2 бота для проведения опросов для Viber и Telegram. Это упростит предоставление данных проекту. Активно разрабатывается бот «Медицинский консультант», который позволит людям задавать вопросы напрямую медикам и получать консультации специалистов. Уже в ближайшие дни состоятся, следующий слайд, первые выходы новых рубрик. Это 2 рубрики «Все о вакцинах», где будет собрана полная информация о всех вакцинах, существующих в мире, их преимуществах и ограничениях, а также о правилах проведения вакцинации. Мы надеемся, что многие из разбираемых вакцин появятся и в Республике Беларусь. Кроме того, раздел «Медикам» — это полезные ресурсы, которые облегчат работу медикам в период пандемии. Всю информацию о проекте «Рупор ковид» вы можете найти на covid.speakerby.info по данному адресу, а также в целом ряде социальных сетей. Следующий слайд. Здесь перечислены те социальные сети, а также те каналы связи, по которым вы можете предложить свою помощь проекту «Рупор ковида» и присоединиться к его команде. Победим пандемию вместе. Далее мы перейдем непосредственно к ответам на поступившие вопросы. Я постарался их сгруппировать логически, плюс часть вопросов вы можете нам задавать в процессе стрима непосредственно. Мы их будем видеть. Итак, начнем мы с большого блока вопросов, касающихся вакцинации. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, нужна ли вакцинация, если человек уже переболел и не один раз? К сожалению, на сегодняшний день мы знаем, что переболевший человек может быть предрасположен к повторному инфицированию коронавирусом. И отсюда идут рекомендации наших западноевропейских, американских коллег, которые говорят, что даже если пациент переболел, то ему все равно показана вакцинация от коронавирусной инфекции, поскольку она позволит сформировать более стойкий, более выраженный иммунный ответ. Если говорить о недавнем заболевании, вот у нас есть второй вопрос, нужно ли делать прививку сейчас медицинскому работнику, если он переболел ковидом в ноябре. Есть информация, что после прививки исчезают те антитела, которые уже есть у переболевшего. Ну, на самом деле вакцинация никак не может повлиять на исчезновение уже имеющихся антител, это скорее миф. А вот что делать, если переболел недавно, также есть на сегодняшний день уже ответ на этот вопрос. Нужно выполнять вакцинацию после в среднем 3 месяцев от момента последнего эпизода заболевания. То есть в течение 90 дней считается, что у нас есть еще достаточно хороший протективный защитный иммунный ответ после перенесенной коронавирусной инфекции, но так как часть исследований показывает, что антитела со временем, их количество и их защитность уменьшается, и это время в среднем 3-4 месяца, то уже через 90 дней после перенесенного заболевания можно поддержать иммунную систему и вакцинироваться.
Еще один вопрос. У нас стали предлагать вакцинацию учителям и просто населению. Вопрос, делать ли или нет, не будем ли мы подопытными кроликами, какие могут быть последствия. Это слишком мало прошло времени после создания вакцины, и результаты еще толком не изучены. На самом деле не просто так предлагают вакцинацию учителям. Есть понятие групп приоритета, когда мы стараемся защитить в первую очередь наиболее уязвимые группы населения. Это медицинские работники, это педагоги, это лица социальной сферы, сферы обслуживания, которые часто по роду своей деятельности контактируют с большим количеством людей за ограниченный промежуток времени. Именно поэтому с этих категорий лиц и начинается вакцинопрофилактика. Про подобное здесь речь не идет, поскольку все вакцины, прежде чем они выпущены в клиническую практику, они проходят определенные доклинические и клинические исследования, они проходят оценку на эффективность и безопасность. И на сегодняшний день по пока единственной вакцине, которая доступна в Республики Беларусь, вакцине российского производства. Эти исследования также есть регистрационное досье, предоставленное Министерству здравоохранения и регулирующим органам, и на основании этого вакцина допущена в клиническую практику для профилактики коронавирусной инфекции. Конечно, чем больше времени пройдет от момента начала применения вакцины, тем больше данных у нас появится по ее эффективности и конечной безопасности. Мы с вами должны понимать, что часть побочных реакций встречаются крайне редко. Они могут встречаться с частотой 1 на 10 тысяч, 1 на 100 тысяч или 1 даже на миллион вакцинаций. И, соответственно, мы сможем выявить такие вещи только если мы провакцинируем достаточно большое количество людей. Это характерно не только для российских вакцин, это характерно вообще для любой вакцины, которая появляется в мире. Соответственно, на сегодняшний день есть первичные данные по безопасности, полученные в первоначальных исследованиях. Чем больше будет накапливаться этих данных, тем больше мы будем знать, насколько вакцина в итоге эффективно и безопасно. Правда ли, что человек, в крови которого определяются антитела иммуноглобулин М, по происшествии месяца и больше после болезни все еще остается опасным для окружающих? На самом деле это очень сомнительно, и мы видим это по нашим пациентам. Мы имеем возможность у части пациентов выполнять повторно молекулярно-генетические исследования, то есть ПЦР, и у очень многих пациентов сохраняются положительные иммуноглобулины М в течение 2-3 месяцев, но при этом ПЦР становится отрицательной уже где-то через 7, 10, 14 дней от первых симптомов заболевания. То есть пациент не выделяет при этом вирус в окружающую среду, он не может быть заразным для окружающих его лиц, но иммуноглобулины М в крови определяются достаточно долго. Никакой, наверное, корреляции здесь нет, это просто особенность антительного ответа того или иного пациента. Будут ли в Беларуси доступны вакцины западных производителей? Если да, то ориентировочно когда? И какие есть риски при вакцинации с учетом того, что препараты еще не были исследованы в достаточной степени? На первый вопрос скажу, что Министерство здравоохранения в своем официальном телеграм-канале сообщало о том, что идут переговоры с другими производителями вакцин, в том числе и западноевропейскими, и когда ориентировочно они будут, сказать сложно. Возможно, эта информация будет как раз опубликована в их канале. Какие есть риски при вакцинации с учетом того, что препараты еще не исследованы в достаточной степени? Сразу скажу, что на самом деле риски при любом медицинском вмешательстве, конечно, есть всегда. Вопрос в их частоте и вопрос в том, насколько польза от вакцинации превышает возможные риски. Если говорить о коронавирусной инфекции и особенно о использовании вакцин у пациентов пожилого возраста, у пациентов с хронической сопутствующей патологией, то у них однозначно вакцинация будет превышать, несмотря на гипотетические риски, польза будет превышать эти риски. Соответственно, есть группы пациентам, которым уже на сегодняшний день однозначно показана вакцинация.
Риски могут быть самые различные, и они зависят в том числе от вида вакцины. В каждой вакцине есть инструкция по применению. Любой, кто собирается вакцинироваться, может ознакомиться с этой инструкцией, может изучить, какие нежелательные явления встречались при ее применении, и на основании анализа этой инструкции уже принять осознанное решение, стоит вакцинироваться или нет. Но еще раз повторю, что учитывая очень тяжелое, зачастую смертельное течение коронавирусной инфекции у пациентов с факторами риска осложненного тяжелого течения, конечно, вакцинация в этом случае очень-очень нужна. Это то же самое, что мы советуем при решении вопроса о введении вакцины против гриппа. Грипп тоже у пациентов группы риска может протекать крайне тяжело. Где, как и когда можно сделать прививку, а также кому, если ее не делают любому желающему. На самом деле, сравнительно недавно стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Пока акцент делается на вакцинацию среди групп приоритета, но уже, я думаю, в ближайшие недели и месяцы вакцина станет все более доступна всем желающим людям, и вакцинация будет осуществляться на уровне амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, либо в начале выделенных, либо вообще, возможно, в идеале в каждой поликлинике по месту жительства или по месту регистрации пациент сможет сделать эту вакцину. Скажите, можно ли прививаться, если я аллергик, запахи, еда, антибиотики, аскорбинка и так далее? На самом деле в противопоказаниях к вакцине, в частности ГАМ-ковид-вак, указана только аллергия либо на аналогичные вакцины, либо на компоненты этой вакцины. Сама по себе аллергия к каким-то другим веществам никогда не является противопоказанием к проведению вакцинации. Будут ли люди полностью осведомлены о возможных последствиях экспериментальной вакцины? Опять же, подчеркну, что вакцина уже не экспериментальная, это уже зарегистрированная в клинической практике вакцина. Все вакцины, которые допускаются, они будут зарегистрированы. И, конечно, в идеале очень многое зависит от производителей, но все производители хороших вакцин, они стараются как можно быстрее раскрывать все возникающие нюансы при проведении вакцинопрофилактики на своих каких-то ресурсах, на ресурсах регуляторных органов. Будем надеяться, что и наши российские коллеги также будут идти по этому пути. Если у них или у нас будут зарегистрированы какие-то нежелательные явления, эти нежелательные явления в обязательном порядке должны быть сообщены регулирующим органам, и информация о этих нежелательных явлениях должна стать как можно скорее доступной населению. Что вы можете сказать по вакцинации категории 60+, ведь в Европе уже есть смертельный случай среди возрастных пациентов после прививки Pfizer? На самом деле действительно зарегистрированы уже ряд смертельных случаев после использования тех или иных вакцин, но надо понимать, что методология регистрации нежелательных явлений в этом случае особенная. Регистрируются все неблагоприятные события, которые развились у пациента после проведения ему вакцинации, независимо от того, они связаны, собственно, с вакцинацией или нет. Если человек, например, вакцинировался, и вдруг он умер от острой сердечной недостаточности вследствие обширного инфаркта миокарда, вовсе никак не связанного с выполненной вакцинацией, этот случай также будет зарегистрирован как случай смерти после введения вакцины. Впоследствии компания-производитель, ее эксперты, независимые эксперты различных организаций детально изучают каждый случай смерти, каждый случай какого-либо гипотетически тяжелого осложнения, и на основании этого анализа выносят свой вердикт, связан этот случай с проведением вакцинации или нет. Не надо торопиться, необходимо подождать некоторое время, и по каждому такому случаю, безусловно, появится дополнительная информация. Вакцинация для беременных или тех, кто планирует ребенка, можно, нужно.
К сожалению, коронавирусная инфекция тяжело протекает у беременных женщин, особенно во втором-третьем триместре беременности. Часть таких беременных может нуждаться в том числе в проведении в итоге искусственной вентиляции легких, что, конечно, не добавляет здоровья ни беременной, ни ее еще нерожденному ребенку. И вакцинация для беременных, для женщин, планирующих беременность, она будет показана. Пока в инструкции ГАМ-ковид-ВАК сама по себе беременность является противопоказанием, но если посмотреть инструкции по применению к западноевропейской вакцине, к вакцине Pfizer-BioNTech, то там таких противопоказаний нет, они могут применяться в том числе во время беременности и при лактации. Кто будет отвечать, если будет нанесен вред здоровью даже через несколько лет после прививки? Ну, вообще не характерно, чтобы вакцинация сопровождалась какими-то очень далекими, отдаленными последствиями. По крайней мере, мне вот сложно вспомнить по каким-то другим примерам аналогичные случаи. Каждый человек, который решает вакцинироваться, он принимает осознанное решение. Он может познакомиться с инструкцией по применению к вакцине, он может пообщаться с врачом-специалистом, уточнить у него ту информацию, которая его интересует, и на основании уже совокупности фактов принять окончательное решение, вакцинироваться или нет. Соответственно, с этого момента непосредственно сам пациент несет ответственность за свое решение. Верно ли, что вакцина не предотвращает и не дает гарантии от заражения? Не совсем верно. В какой-то степени, конечно, вакцина предотвращает заражение, но надо понимать, что ни одна вакцина, существующая на сегодняшний день, не сделана таким образом, чтобы предотвращать заражение в 100% случаев. Всегда какой-то процент пациентов все равно может заболеть. Другое дело, что большинство вакцин на сегодняшний день, и в том числе разрабатываемые вакцины от коронавирусной инфекции, существенно снижают риск осложненного и тяжелого течения заболевания. То есть даже если вакцинированный человек инфицируется и заболеет, то у него заболевание будет протекать в более легкой, иногда в субклинической или даже бессимптомной форме. А это очень и очень значимо для пациентов, которые имеют факторы риска тяжелого течения заболевания. Поэтому здесь нет никаких сомнений, что польза от вакцинации есть. Насколько стоит ожидать, что будет осуществляться ограничение здоровых людей, которые не будут делать вакцину в правах и свободах в будущем? Ну, на самом деле, это очень сложно прогнозировать. Другое дело, что, скорее всего, сейчас многие страны это обсуждают и не могут пойти по такому пути, создать так называемый на каждого человека паспорт иммунизации, где будет указан статус иммунной системы после выздоровления пациента или после вакцинации, есть или нет у него защитные антитела, и на основании этого будет приниматься, скажем, решение, должен ли человек находиться на карантине после возвращения в свою страну из зоны, где регистрируется случай коронавирусной инфекции, или может он выехать в какие-то другие страны или нет. Вот это как бы вполне может быть такой механизм реализован. Что делать с вакциной «Спутник-5»? Можно ли ей прививаться? Насколько она надежна? Ваше мнение по этой вакцине, рекомендации? Есть ли вероятность появления других вакцин в Республике Беларусь? Как я уже сказал, согласно сообщению Министерства здравоохранения, другие вакцины также появятся в Республике Беларусь. «Спутник-5», она же ГАМ-ковид-ВАК, это другое ее название, это вакцина, с которой стартовала вакцина профилактика коронавирусной инфекции в Республике Беларусь. Конечно, ее можно использовать. Она в плане протективности по опубликованным уже исследованиям достаточно надежна, и будем надеяться, что она окажется точно такой же безопасной. Еще раз подчеркну, что окончательно безопасность вакцины мы сможем оценить, когда будут накоплены и обработаны данные по тысячам пациентов, получившим эту вакцину. Пока исследования, проведенные на сотнях пациентов, не показали каких-либо существенных проблем с этой вакциной. Сейчас я постараюсь отобрать еще те вопросы по вакцинопрофилактике, которые не повторялись у нас и поступили за время стрима.
Так, надо ли человеку быть абсолютно здоровым перед прививкой? На самом деле, да. И это оговорено в том числе инструкцией по применению к той же ГАМ-ковид-ВАК. Вакцинация не используется, если у человека есть острое инфекционное или неинфекционное заболевание, либо обострение хронического. В этом случае рекомендуется выполнять вакцинацию через 2 недели и более от момента выздоровления или ремиссии хронического заболевания. Поэтому, да, человеку желательно быть здоровым перед вакцинацией. Когда планируется прививать платно спутником обычных граждан, мы надеемся, что вопрос о платной вакцинации спутником не будет стоять, и вполне возможно, что все желающие смогут получить эту вакцину даже бесплатно. Когда именно, не могу пока сказать. Спасет ли вакцина цитокинового шторма и других тяжелых форм ковида? Да, вакцина существенно уменьшает риск развития тяжелых осложненных форм коронавирусной инфекции. Безусловно, что гарантировать 100% результат здесь нельзя, потому что влияет еще множество других факторов, например, особенность иммунной системы пациента, который может просто не ответить на вакцинацию, если изначально есть проблемы. Но в целом абсолютное большинство пациентов будет защищено от тяжелых форм коронавирусной инфекции, если оно будет инфицировано. Как долго сохраняется иммунитет после того, как человек переболел коронавирусом, и как долго сохраняется иммунитет после вакцинации. После того, как человек переболел коронавирусной инфекцией, если образовались антитела, то мы на сегодняшний день уже знаем, что в достаточно значимом большом количестве они сохраняются в среднем у всех пациентов где-то на протяжении первых 3-4 месяцев. Потом у части пациентов они могут оставаться на высоком уровне, у части пациентов титр антител начинает снижаться. Как долго сохраняется иммунитет после вакцинации, нам еще предстоит оценить, пока все исследования, которые оценивали первых вакцинированных пациентов, они продолжают их отслеживать, и они говорят о том, что у большинства из этих пациентов на протяжении 2-3-4 месяцев сохраняется хороший антительный иммунный ответ. Плюс мы должны с вами помнить, что помимо образования антител есть еще и другие звенья иммунитета, которые также защищают человека от коронавирусной инфекции, в частности, Т-клеточный иммунный ответ. Далее мы, наверное, если не будут поступать еще вопросы по вакцинации, перейдем к остальной группе вопросов. Это вопросы, уже касающиеся непосредственно заболевания. Один из вопросов, тут я смотрю уже много таких вопросов. Расскажите о реальных цифрах заболеваемости и смертности. Опять же, я сказал, что мы можем ориентироваться на имеющиеся у нас официальные данные, мы можем пользоваться дальше различными статистическими моделями, уже на основании этих статистических моделей пытаться, экстраполируя зарегистрированные случаи, просчитать реальные цифры заболеваемости. Наверное, ни в одной стране мира на сегодняшний день реальную заболеваемость получить не удастся по причине ограниченного доступа к тестированию пациентов. Смертность то же самое, что ни страна, то свои подходы к регистрации смертельных случаев от коронавирусной инфекции. Где-то регистрируются абсолютно все случаи смерти, как случаи смерти от коронавируса, если у пациента был лабораторно подтвержден COVID-19, где-то, наоборот, решают, что на первое место необходимо ставить основное заболевание пациента. Коронавирус идет тогда с сопутствующим заболеванием, и, конечно, в статистику регистрируются случаи смерти, скажем, от ишемической болезни сердца или от злокачественного новообразования, или от декомпенсированного сахарного диабета и так далее. Поэтому это существенно затрудняет оценку реальных масштабов проблемы, и я думаю, что оценить хотя бы приблизительно смертность от коронавирусной инфекции мы сможем в будущем, когда уже ретроспективно проведем
анализ по всем случаям смерти от разных причин. Насколько верны и надежные результаты теста на ковид? Опять же, не совсем тут верно поставлен вопрос. Очень многое зависит от того, какой тест мы используем и в какой период заболевания. Если мы говорим о первых симптомах заболевания, первой неделе в среднем от начала, то, конечно, наибольшей чувствительностью обладает полимеразная цепная реакция или детекция антигена коронавируса в респираторных смывах. Если говорить о длительности заболевания более 10-14 дней, то в этих случаях можно пытаться делать полимеразную цепную реакцию, но, как правило, она даст ложно-отрицательный результат, поскольку чувствительность метода уже будет невысокая. А вот если мы в эти сроки оценим наличие антител в крови у пациента, которых не было в первые 7 дней, но они появились после 10-14 дня и далее, то этот метод определения антител в крови пациента будет обладать уже очень высокой чувствительностью, близко иногда к 100%. Поэтому важно консультироваться всегда с врачами, какой оптимальный метод обследования выбрать пациенту при подозрении на наличие у него коронавирусной инфекции. У меня выявили коронавирус, обязательно ли мне искать пульсоксиметр для измерения кислорода в крови? Конечно, не обязательно, но на сегодняшний день мы очень рекомендуем приобрести пульсоксиметр пациентам, которые имеют факторы риска тяжелого осложненного течения заболевания, поскольку если 80% пациентов молодого возраста, без сопутствующих заболеваний, без избытка массы тела перенесет эту инфекцию относительно легко, то пациенты пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями, с нарушением жирового обмена, они могут в итоге выйти на гипервоспалительную фазу, их состояние может усугубиться, и пульсоксиметр и измерение сатурации кислорода – это как раз тот объективный метод, который позволяет нам очень рано засечь ухудшение состояния пациента. Именно пульсоксиметрию используют врачи в стационарах, когда ведут пациентов с коронавирусной инфекцией, поскольку иногда снижение сатурации будет регистрироваться гораздо раньше, чем пациент пожалуется на ухудшение своего состояния и чем это ухудшение по другим каким-либо клиническим признакам заметит врач. Имеют ли граждане, еще один вопрос, имеют ли граждане право отказаться от вакцинации без ущемления их прав, в том числе на свободное перемещение? Да, конечно, имеют. Министерство здравоохранения неоднократно подчеркивало на своих различных ресурсах, что вакцина-профилактика коронавирусной инфекции – это абсолютно добровольное мероприятие, но надо понимать, что если будут введены в других странах правила въезда, и они будут касаться в том числе момента есть или нет у человека, въезжающего на территорию страны, вакцинации от коронавирусной инфекции, то, скорее всего, такому человеку надо будет, например, отбывать 10 или 14-дневный карантин, либо проходить обязательное обследование при въезде на коронавирусную инфекцию. Возможно ли повторное заражение, и если да, то как переносится, тяжелее или легче? На сегодняшний день, да, мы знаем, что возможно повторное заражение, на самом деле это не так часто встречается в целом в популяции, это скорее исключение, чем правило. И если говорить, как переносится, то по нашему клиническому опыту большинство пациентов, заболевших повторно, болели либо так же, как и при первичном эпизоде, либо в более легкой форме. Было лишь несколько пациентов, которые перенесли более тяжелую форму коронавирусной инфекции при повторном заболевании, но у всех этих пациентов дополнительно имелись и иные факторы риска тяжелого осложненного течения, в частности, очень часто встречался избыток массы тела. Безопасно ли вакцинироваться, если за 40 лет никогда не было прививок? Конечно, безопасно, никаких нюансов здесь быть не должно. Какова статистика по выздоровлению людей, которые были подключены к ИВЛ?
Здесь, к сожалению, не могу особо обнадежить ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Европе, ни в наших странах не было продемонстрировано высокой эффективности инвазивной вентиляции легких у пациентов с коронавирусной инфекцией. И если в первую волну в некоторых клиниках процент снятых пациентов с ИВЛ достигал 25, 30, даже 40 иногда процентов, то во вторую волну в большинстве регионов мира этот процент снизился до 10, 15, 20. Связано это с тем, скорее всего, что на сегодняшний день мы изменили тактику респираторной поддержки тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Мы очень широко стали использовать методы неинвазивной респираторной поддержки, в первую очередь высокопоточную назальную оксигенацию и неинвазивный ИВЛ с использованием специальных масок, шлемов и так далее в пронпозиции. Эти методы респираторной поддержки высокоэффективны у очень многих пациентов. Они позволяют избежать интубации и инициации инвазивной вентиляции легких и очень существенно улучшают исходы при коронавирусной инфекции. Почему плохие, собственно, исходы самой искусственной вентиляции легких? Да просто на ИВЛ попадают пациенты, которым исчерпаны все резервы неинвазивной респираторной поддержки. То есть это заведомо пациенты, которые по различным причинам, к сожалению, несмотря на все возможные усилия медиков, не поправляются, прогрессивно ухудшаются, и инициация им ИВЛ не является в данном случае уже жизнеспасающим методом. В этом случае, к сожалению, как правило, уже не остается живой, если можно так говорить, поверхности легких, которая способна дышать даже на аппарате ИВЛ из-за ее повреждения вирусом. Ожидается ли третья волна коронавирусной инфекции, когда, опять же, пока сложно говорить, давайте мы с вами уверенно выйдем из второй волны, перспективы уже этого кое-какие наметились по последним неделям, и, соответственно, после этого, анализируя еженедельную заболеваемость, можно будет прогнозировать, будет повторный рост или нет. Надо сказать, что у нас может еще возникнуть подъем заболеваемости гриппом, и единственная надежда, что он не будет существенным, это вакцина-профилактика гриппа, которая была проведена в этом году достаточно масштабно, и знаю по своим коллегам, по друзьям, что в этот раз большинство людей были заинтересованы, уже сами заинтересованы в выполнении вакцинации против гриппа. Спрашивают, будете ли сами вакцинироваться спутником. Я пока еще не рассматривал этот вопрос, потому что сам сравнительно недавно переболел коронавирусной инфекцией. И, соответственно, еще раз напомню, что рекомендации 90 дней после перенесенного заболевания, не раньше. Можно выполнять вакцинацию. Как отличить ковидный кашель от кашля других заболеваний, например, от трахеита? К сожалению, особо никак. Мы никогда не ориентируемся при дифференциальной диагностике ковид, не ковид на один симптом. Мы анализируем всю совокупность симптомов, которые есть у наших пациентов, и на основании этого принимаем решение, необходимо ли дополнительное лабораторное обследование. Почему при диагнозе ковид и наличии подтвержденной пневмонии часто назначают антибиотик, а то и два разных, при том, что известно, что антибиотик с вирусом не борется? Абсолютно правильный и хороший вопрос. Да, на сегодняшний день мы очень ограничиваем использование антибиотиков при лечении коронавирусной инфекции, поскольку уже имеющиеся опубликованные исследования, даже метаанализы, это крупные работы, которые объединяют множество исследований в одно, показывают, что частота встречаемости внебольничной бактериальной инфекции колеблется в среднем в пределах 3-5%. Только 3-5 пациентов из 100 будут иметь бактериальное осложнение на фоне коронавирусной инфекции. Соответственно, неоправданно всем подряд назначать антибиотики, даже если на снимке регистрируется коронавирусная пневмония. Она вызвана сугубо вирусом. Другое дело, что надо быть насторожными при введении пациентов амбулаторно и в условиях стационара,
стационара, без антибиотиков. И если мы видим, что появляется какая-то принципиально иная клиническая симптоматика, у нас есть на сегодняшний день возможность дообследования таких пациентов, в том числе лабораторно, и принятия решения о целесообразности начала в этих случаях антибактериальной терапии. Расскажите, что такое постковид? Почему так много людей ощущают на себя волны болезни более 2-3 месяцев после ковида? Как отличить восстановление от постковида? Ну, постковид – это такое условное понятие, это все то остаточное в состоянии человека, все то не норма, что сохраняется после перенесенной коронавирусной инфекции. Мы еще немного знаем о возможных последствиях коронавирусной инфекции. Каждый день выходят новые публикации на эту тему. И я думаю, что вот на тему последствий коронавирусной инфекции будут у нас еще отдельные сообщения и для специалистов, и для населения, и в том числе, возможно, будет отдельная рубрика на рупор ковиде. Надо сказать, что не только после коронавирусной инфекции, на самом деле после многих других тяжело протекающих инфекций могут оставаться какие-либо последствия, которые проходят у большинства пациентов с течением времени. Другое дело, что если что-то вам не нравится в своем состоянии через несколько недель и тем более месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции, это повод обратиться к врачу и решить вопрос совместно с ним о необходимости дообследования, о необходимости какого-то дополнительного лечения. Те пациенты у нас, которые переболели в средней тяжелой и тяжелой форме коронавирусной инфекции, которые были госпитализированы в стационары, они в обязательном порядке, согласно действующим нормативным документам Министерства здравоохранения, будут проходить диспансеризацию. Через определенные промежутки времени им будет выполняться дообследование и оценка их функциональных возможностей. Медиазона недавно выпустила расследование, где сказано, что статистику по смертям можно умножать на 50. Согласны ли вы с этим утверждением? Не могу пока ничего говорить, я пока не видел еще данную публикацию, но в целом, наверное, здесь лучше обсуждать этот вопрос со специалистами в области клинической эпидемиологии. На сегодняшний день есть определенные математические модели, они достаточно сложные, в которые мы можем внести уже имеющиеся данные по регистрации коронавирусной инфекции на той или иной территории, по регистрированным случаям смерти, и эти модели смогут спрогнозировать реальное положение дел. Через сколько дней после ковида можно возвращаться к бегу? Опять же, зависит от того, насколько тяжело протекал коронавирус, были ли какие-то последствия этого заболевания у человека в ближайшие недели от момента выздоровления. Наша общая рекомендация – не форсировать физические нагрузки, потому что, к сожалению, особенно в том числе у лиц молодого возраста, было показано, что после коронавирусной инфекции, иногда даже после ее легких форм, наблюдается субклиническое поражение миокарда. Это поражение не выявляется при обычном УЗИ сердца, оно не выявляется по данным лабораторных обследований, иногда может выявляться при использовании дополнительных высокотехнологических методов исследования, таких как МРТ сердца или позитронная эмиссионная томография. Это методы, которые не используются рутинно, без веских на то оснований. Соответственно, учитывая, что может быть проблема с сердцем, лучше нагрузки не форсировать, лучше дать организму окончательно восстановиться, и тогда уже постепенно расширяя физическую активность, вернуться к ее уровню до болезни. Объясните, пожалуйста, почему УЗИ плевральной полости показывает двустороннюю пневмонию, а рентген нет? Потому что не УЗИ плевральной полости, а УЗИ легких, которая также оценивает и плевральные полости, рентген обладает более низкой чувствительностью, чем ультразвуковое исследование при коронавирусной инфекции. Это уже хорошо доказанный факт. И у нас в городской инфекционной клинической больнице большой опыт использования ультразвуковой диагностики для выявления пациентов с коронавирусной инфекцией, поскольку мы до сих пор не имеем возможности в своей клинике выполнять компьютерную томографию. Это тоже очень больная такая для нас проблема, и мы надеемся, что Министерство здравоохранения примет определенные усилия, чтобы проблему с доступом, с наличием компьютерной томографии в нашей клинике решить в ближайшее время.
Какая вакцина из разработанных наиболее интересна и эффективна, на ваш взгляд? Здесь сложно пока что-то говорить. В принципе, очень много вакцин, по публикованным данным, они достаточно перспективны. Конечно, большинство публикаций имеются по вакцине Pfizer-BioNTech, по вакцине Moderna и по вакцине компании AstraZeneca. По спутнику есть несколько публикаций на сегодняшний день. Одна из них в журнале Lancet на английском языке. Мы надеемся, что производитель этой вакцины опубликует в дальнейшем еще исследования на более больших, с результатами, которые выполнены на более больших группах пациентов. У мужа ковид, вторично поднялась температура, держится второй день, 38-39, кашля нет, болеет седьмой день, может, надо делать КТ, чтобы не пропустить воспаление легких. Опять же, мы уже не раз подчеркивали, что пневмонит при коронавирусной инфекции есть практически у всех пациентов, даже болеющих легко и даже иногда болеющих бессимптомно. Если сделать таким пациентам КТ, то вы найдете воспаление в одной, двух, трех участках легких. Но это никак не коррелирует с тяжестью состояния пациента. Делать КТ просто для того, чтобы убедиться, что да, есть воспаление, бессмысленно. Лучше обратиться повторно к врачу, чтобы он оценил состояние мужа, и если состояние будет вызывать какие-либо опасения, изменить лечение, направить такого пациента необходимо в стационар. Само по себе КТ, оно здесь дополнительной информации, повлияющей на лечение пациента, нам не даст. Человек, переболевший или вакцинированный, может ли быть переносчиком коронавируса? Конечно, не может. На сегодняшний день мы знаем, что это острая инфекция, и эта инфекция заканчивается выздоровлением с элиминацией вируса. Эта элиминация может наблюдаться у некоторых пациентов в течение первых 80 дней, у некоторых пациентов, например, пациентов иммуносупрессированных, она может на некоторое время затягиваться. Вакцинация вообще не вводит живой ослабленный даже вирус в организм, она основана на совершенно других принципах, соответственно, вакцинированный человек никак вовсе не может быть переносчиком коронавируса. Так, используется ли противомалярийный препарат для лечения ковида? Вы имеете в виду, наверное, гидроксихлорохин, хлорохин. Да, иногда мы используем эту группу препаратов, но на сегодняшний день к ней уже отношение достаточно осторожное, поскольку много появилось новых исследований, которых не было еще в апреле, мае, в период широкого использования гидроксихлорохина. Эти исследования показали, что гидроксихлорохин может иметь определенную роль при раннем назначении в случае коронавирусной инфекции у пациентов группы риска по тяжелому осложненному течению. Раннее назначение – это первые 5-7 дней заболевания до появления клинических и лабораторных признаков дыхательной недостаточности. Поэтому, да, препараты остались в протоколах, они используются, но используются уже у очень ограниченной когорты пациентов. Умер родственник, как основную причину написали атеросклероз, а сопутствующим фактором коронавирус. Почему коронавирус не основной? Опять же, я уже объяснял, что в каждом конкретном случае врач принимает решение, от чего именно умер пациент, что поставить на первое место и зашифровать, что поставить в конкурирующее заболевание или фоновое заболевание. Никаких четких рекомендаций на сегодняшний день на эту тему до сих пор нет. Каждая страна и даже иногда определенные учреждения здравоохранения решают, как поступать индивидуально. После пневмонии остается пневмосклероз уже 6 месяцев, где можно пройти реабилитацию и лечение или как лечить. Пневмосклероз – это может быть естественный феномен после тяжелой коронавирусной инфекции, фиброз легких. В реабилитации нуждаются лишь пациенты, у которых есть проблемы в плане нарушения их функционального состояния. Если такие проблемы есть, тогда действительно надо проходить реабилитацию. Если же человека ничего не беспокоит, он просто регистрирует фиброз по данным УЗИ легких, либо компьютерной томографии, то тогда, конечно, ничего вовсе делать не надо. Мы, наверное, ответили на все поступившие вопросы. Сегодня у нас их было по меньшей мере
более 4 десятков. И в конце мы не можем, конечно, не напомнить об основных мерах безопасности. Дорогие невероятные белорусы, мы еще раз напоминаем вам о необходимости соблюдения мер профилактики инфицирования коронавирусом, чтобы максимально защитить вас и ваших близких. Соблюдайте социальное дистанцирование, избегайте необязательного посещения мест массового скопления людей. Тщательно и часто мойте руки, а при невозможности пользуйтесь спиртсодержащими антисептиками. И, конечно, используйте маски, особенно в общественном транспорте и в замкнутых помещениях с большим скоплением людей. Следите за своим питанием, используйте поливитамины, пробиотики и другие биологически активные добавки, которые могут повысить реактивность организма и укрепить иммунную систему. И, конечно, как можно раньше обращайтесь за медицинской помощью, если вы заболели и ваше состояние продолжает ухудшаться, либо оно не улучшается спустя 5-7 дней от первых симптомов, либо появляется что-то, что существенно ограничивает вашу жизнедеятельность. В этих случаях, безусловно, лучше перестраховаться и посоветоваться со специалистом. Чем больше людей следует на сегодняшний день принципам профилактики коронавирусной инфекции, тем быстрее мы справимся с пандемией. С вами был Никита Соловей, я являюсь врачом-инфекционистом, членом Координационного совета. Будем на связи и будьте здоровы!